Где родилось Аланхо? Кто такой Алан-Хасут? В таких юртах-балаганах издревле жили якуты-скотоводы. Сколько тайн хранят в себе эти молчаливые, посеревшие от времени стены, о некогда процветающем, героическом эпосе Аланхо древнего северного народа Саха. Балаган, камелек, Алан-Хасут и слушатели. Вот традиционная среда Аланхо. Петр Решетников, носитель и продолжатель традиции исполнительского искусства Алан-Хасута. Живет он в селе Черкех Татчинского улуса. Начинается Аланхо. Далеко, за дальним хребтом давних незапамятных лет, где все дальше уходит грань грозных, гибельных, бранных лет, когда 35 улусов людских и злых племен Авасы, населяющих Нижний мир, еще были неведомы даже названия. И задолго до тех времен, когда великой белой Улу-Тайон и гремящая Кохтуя-Хатун еще не жили на хребте южных, яростью объятых небес. На широком нижнем кругу восьмислойных огненных белых небес, в обители полуденных лучей, где воздух ласково-голубой, на престоле белом молочном, на коврике из шкур белого медведя, в сединах белых, как молоко, нежным зноем дыша, о белом Юрюн-Каар-Тайоне и солнечный Кюн-Кубей-Хатун с их 80 племенами только начали называть их имена. Прикреплена ли она к полосе стремительно гладких белых небес? Это неведомо нам. Или на плавно вертящихся в высоте 3 небесных крючах держится нерушимо она. Это неведомо нам. В те времена была создана изначальная Мать-Земля. По просьбе духа хозяйки изначальной земли, почтенный Аан Алахчин-Хотун, в средний мир спускаются с 8-ярусных белых небес верховным владыкой Юрюн-Каар-Тайон для создания рода великого мальчик и девочка. Именует их Саха Саарин-Тайон и Сабыя-Бай-Хатун. Живет их род, племя Аи на этой благодатной земле, плодясь и размножаясь, не зная нужды и бед. Приходит беда. Богатырь Абасы Нижнего мира посещает их единственную дочь, белоликую красавицу с 8-саженной косой Орлыко. Никому не дано одолеть врага лютого, и приходит на помощь к ним, предназначенной божествами стать защитником племени Аи, с беспредельной неземной силой и крутым нравом Ор-Дая хан Богатырь.
Встречается он лицом к лицу с врагом людского рода, с именитым матерым чудищем Нижнего Нила. Богатырь Нижнего Нила превращается в огненного змея о 3 головах. Начинается великая битва. 30 дней и ночей сражаются богатыри, от которой колеблется твердыня земля. Небывалой поднимается шум, нежданная налетает беда. Конь богатыря Аи, дитя Кюн Жюфюгель, убивает коня Абасы. Сын племени Аджарая вот-вот одолеет Уардая хан богатыря. Но с небес спускается Нуагалджия Угадан, кидает богатырю Аи солнечный желтый сок, сгусток силы сутиное яйцо. Наш богатырь ловит этот божественный дар и, став в 10 раз сильнее духом и телом, чем прежде, побеждает богатыря Абасы. Прародители племени Уранхай, увидев детей своих здоровыми, невредимыми, ликуя, радуясь, созывают весь народ, ставят зеленые чечи, устанавливают высокие иконы, накрывают столы, сандалы и устраивают великую свадьбу Уру-Исей. С тех пор на благодатной Средней Земле начало размножаться племя Аи Уранхай-Саха. И стали устраиваться доселе неизвестные торжественные свадьбы Уру, да великие праздники Исех. Богатырь Аи с красавицей Орлыко зажили, размножая 3 рода Саха, рождая 4 племени Саха, продолжая род Уранхай-Саха долгой, сытой, привольной, счастливой, благодатной жизнью, оказывается. Петр Решетников со своей супругой Анной Спиридоновной познакомились в далеком 1953 году в Северном Жиганском Улусе, куда попал после окончания учительского института. Молодые люди сразу приглянулись друг к другу. Высокий, чернобровый, веселый молодой директор школы сразу расположил к себе местных жителей своей открытностью, честностью, трудолюбием. В праздник октября 1954 года они сыграли свадьбу. На этом Аласе Ухмал жило несколько поколений Решетниковых из старинного рода Мангас, который в свою очередь произошел от знаменитого бога Боатура, прославившегося своей недюжинной силой. В этом балагане 8 июня 1928 года родился Петр Егорыч. Отец Петра, Егор Петрович, пользовался большим уважением среди населения и даже был избран улусным головой. Он очень любил Аланхо и частенько приглашал в свой дом именитых аланхасутов. Решетников говорит: Аланхасуту нужен слушатель. Как же без слушателя? Аланхо не сказывается, когда нет слушателя. В наше время почти нет слушательской среды. Надо воспитать, растить ее. Только тогда возродится наше Аланхо.
ол тахардыганы иел онкоттаккан кадер боллаати. Онан бола бу кехиче колобур оннан час болбатыр биитче түйет биеста час. Бейтин онкотун онколур боллана бу иел онкоттен атырар боллаати хепте. Сегодня мы радуемся за Петра Егорыча. В связи с занесением ЮНЕСКО якутского Аланхо в список шедевров устного и нематериального наследия человечества в Париже и в знак признания Петра Егорыча традиционным аланхасутом, указом президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова от 29 декабря 2005 года ему назначена пожизненная ежемесячная персональная стипендия. Говорят, когда человек талантлив, он талантлив во всем. Его таланты и способности востребованы обществом. Он аланхасут, певец, алгыщит-заклинатель, без которого не обходится ни одно торжество в Улусе. Несмотря на свой преклонный возраст, а ему исполнилось 80 лет, живет Петр Егорыч активной общественной жизнью. Приезжают к нему за советом и добрым словом и начинающие, и уже известные исполнители. Всех послушает и благословит Петр Егорыч. У него есть свои ученики, рядом с ним любимые и близкие люди. И это еще не все. Он еще творит. Что еще нужно для счастья? Надеемся, что в скором будущем над Татой зазвенит Аланхо, когда-то прославившие эту благодатную, благословенную землю. 제